У реки два берега. Иногда между ними проложен мост, иногда это кажется невозможным. Вот как и на этот раз. Тот мост, что будет проложен здесь, а мы с вами пролетаем как раз над селом Гребени и видим там вдалеке Лаишевский берег, тот мост, кажется, окончательно развел по двум берегам жителей этих мест и проектировщиков этих мест. Вот он, этот мост, глазами этих проектировщиков. Сразу погружаемся. Мост южнее села Гребени. На левый берег он приходит в районе ДНТ Светлый, но проходит рядом, совсем рядышком. Сносу подлежат лишь несколько домиков старой базы «Актер». Здесь особо горевать некому. А вот те, кто из Светлого, нисколько не рады даже тому обстоятельству, что они уцелеют. Если этот мост планируется построить вот так наискосок, то есть он нам закрывает и солнце, и вот эти вот шумы, это же все будет дребезжать. Во время всего этого строительства, то есть получается полностью все разрушится, вся вот эта красота, экология. Ну вот для понимания мы можем даже показать, вот смотрите, можем показать, где будет мост. Мы даже видим, вот у нас есть некоторые маркеры, да, которые стоят сейчас на берегу, здесь уже работы начались изыскательские. Вот по этим точкам мы можем примерно видеть, как пройдет мост, да, с вами? Да. Он действительно проходит совсем рядом здесь. Ну, то есть перед нами просто вот по всей Волге, получается по диагонали. Что касается непосредственно домов садовых товарищей, то ни один дом местного жителя мы не сносим. Действительно, трасса проходит достаточно близко к населенным пунктам, однако здесь в рамках разработки проектной документации будет предусмотрено устройство шумозащитных экранов. В случае необходимости также будет предусмотрено шумозащитное остекление домов. Однако дальше больше, потому что трасса идет далее через Орловское сельское поселение. Здесь 1000 человек. Но мнение одно – трассировка абсолютно неприемлема. Почему? Потому что трасса рассекает поселение надвое, если не натрое, проходя по лесному массиву между деревней Орел и КП Орел-Гарден. И, конечно, все против того, что по нашим домам шла эта трасса. То есть мы покупали и переезжали сюда в тишину и в свежий воздух. То есть я приезжаю из города, когда я открываю дверь машины, это просто, это не воздух, его не просто нюхать, его пить можно. Вы понимаете, он такой у нас будет последний год, получается, последняя осень. В последнюю осень уходят поэты. Здесь дорога будет проходить на минимальной высоте насыпи, то есть это будет где-то метр, ну максимум 2. И с учетом того, что вырубка будет предусмотрена только в пределах устройства автомобильной дороги, весь оставшийся лес, он останется нетронут. То есть он вырубке не подлежит. И, соответственно, местные жители, да, которые живут в этом районе или которые живут там в этом районе, они дорогу непосредственно видеть из-за леса не будут. Здесь два берега не сойдутся никогда. И вот вы знаете, ни в одном источнике не нашли то, что рядом с трассой подобного класса, вот, ближе, чем в километре, можно было бы собирать даже грибы. Протестуют сегодня не только жители Орловки. Они, кстати, просят называть себя именно так – жители, а не дачники или садоводы. Многие здесь действительно живут круглый год. Протестуют сегодня почти на всем протяжении трассы, вплоть до Шалинской дороги. Неподалеку от Орла деревня Тарлыши. Деревня с чудесным 2-километровым архиерейским озером, воду из которого местные жители даже пьют. Трасса пройдет на достаточном расстоянии от Тарлышей, в 450 метрах от домов и в километре от озера. Но люди не рады и такому соседству. Вся грязь с дороги, весь этот реагент будет, во-первых, оседать в почву, попадет в озеро. Еще каким образом? Озеро само по себе не одно в нашем районе, потому что это череда озер, которые соединяются подводными грунтовыми водами. У каждого водного объекта есть так называемая водоохранная зона.
да, которая составляет там, от 50, да, там, до 200 метров. Соответственно, при расстоянии в 1000 метров мы не попадаем в эту водоохранную зону. Да. Любая вода, которая просачивается, да, она проходит путь естественной фильтрации, и, соответственно, озеро не пострадает. Дополнительно мы готовы, да, предусмотреть укрепление кюветов здесь монолитным бетоном, чтобы раз и навсегда, да, закрыть вопрос о том, чтобы туда попадала вода. Представлять себя третейским судьей в этой ситуации, когда понять можно каждого, совсем не хочется. Понять действительно можно, а то, что понято, оправдано по сути. Татарстан, к несчастью, давно не пустыня, и личные интересы тут на каждом шагу. Большой переполох сегодня и вот здесь, в том месте, где М-12 пересекает Оренбургскую трассу. Она проходит севернее села Каипы, но совсем близко, тут метров 100-150. Не рады также жители Тургая и Кзыл-Иль. Ну вообще, это же ужас какой-то. Здесь хватает самолетов, которые летают с утра до ночи в аэропорт. Здесь этого шума достаточно. Если здесь еще вот такую трассу поставить, здесь вообще жить будет невозможно. Возможно ли тут варианты? Теоретически они возможны еще всюду, но компромиссами не пахнет пока нигде. Здесь, как нам кажется, диалог еще возможен. В целом, как нам кажется, диалог в тупике. Дело в том, что единственный вариант, устраивающий жителей этой части Лаишевского района, хорошо известен и проектировщикам, и теперь уже, наверное, даже и всем остальным, кто и не участвует во всех этих спорах. Жители этой части района не против, конечно, трассы, они против трассировки, и оба варианта, что нарисованы почти ими, связаны с тем самым первым вариантом трассировки, которая предполагалась значительно южнее, у деревни Кзыл-Байрак. Тут тоже люди, и на берегу, и в отдалении. Тут село Никольское, разрезаемое пополам изначально. Но народные варианты идут мимо Никольского. И предложили вот этот вариант, то есть ниже Кзыл-Байрака, ниже Голубого залива, мостовой переезд. Вот. И здесь уже, то есть вот они идут различные варианты, то есть в обход ни одна из этих трассировок не разрезает ни один населенный пункт, вот как вот в этом случае, потому что здесь несколько населенных пунктов прямо на живую разрезаются. Вот, по остальным они проходят в непосредственной близости от 90-100 метров от жилых домов. Так чем плох этот проект? Проектировщики утверждают, что он был плох еще в зародыше. Вот здесь, еще на Волге. Здесь и особо охраняемые территории, и несколько иной, и более сложный берег, и нефтепровод, наконец. Там, где, если мы уйдем от магистральных нефтепроводов, которые пересекают реку, там мы попадаем на особо охраняемую природную территорию Лабышкинские горы, вот, в которых строительство линейных объектов, в том числе автомобильных дорог, запрещено. Дополнительно там ниже расположены также еще и геологические памятники вдоль Волги. Длина моста в том варианте, она на 700 метров длиннее, чем в данном варианте. А это тоже существенное удорожание проекта. У реки два берега. Иногда между ними проложен мост, иногда это кажется невозможным. Вот как здесь. Это с какого берега посмотреть? Одни называют предложенную трассировку людоедской, другие самой гуманной. Истина, конечно, посередине. Но посередине реки не бывает мостов. Увидеть разницу в двух вещах способен, конечно, любой дурак. Увидеть переходную форму между этими разницами – это удел немногих. На то нужно многое. Много времени, много сил и много желания наводить мосты. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.